Всем привет, друзья! К нам попался в сети очень необычный экспонат Fiat Double Cab в виде шасси. Что мы на нем собрали, мы в этом видео вам расскажем. Поехали! К нам обратился клиент, у которого стояла очень необычная задача. Ему нужно было перевозить на дальние расстояния людей, соответственно, автомобиль должен быть экономичным и комфортабельным. И у автомобиля должен быть рефрижераторный отсек, чтобы они могли перевозить свою продукцию от места до места при любом температурном режиме. У нас был огромный и долгий дискус: взять автомобиль цельнометаллический и там построить грузовой отсек и плюс рефрижераторный, либо взять автомобиль в виде шасси и установить на него изотермическую будку. По итогу выбрали этот. Почему? Сейчас узнаете. При примерно одинаковом бюджете выбор был сделан в пользу такой комбинации. Первое. Салон. Это заводское исполнение Double Cab. Это не какая-то российская переделка, когда в цельнометаллическую версию вставляется пассажирская часть, пассажирская капсула. Конечно, там можно скомбинировать, выбрать какие-то разные диваны, ривьеру, либо просто еще, но все-таки заводское исполнение пассажирского отсека есть заводское. Ну а когда речь идет про изотермический отсек, ничего лучше еще пока не придумано, как нормально изготовленная в заводских условиях изотермическая будка для продуктов глубокой заморозки. Как бы там ни было, когда ты утепляешь цельнометаллическую версию, все-таки там точки риска потери продукции выше. Поэтому я убедил нашего заказчика, что именно исполнение в виде изотермического фургона будет наиболее правильным и оправданным вариантом. При этом все вы прекрасно знаете недостаток цельнометаллической версии. Мы не можем ее строить наружу. Мы можем ее только застраивать, теряя внутренние размеры и внутренние полезные миллиметры грузового отсека. В случае с изотермической версией, пожалуйста, 5 евро палет вместимости полезного объема. Это очень и очень важно. В основу взято всем давным-давно известное базовое шасси Fiat Ducato. Итальяночка, проверенная временем, экономичная, классная, хорошо работает в наших условиях, неприхотливая, но при этом, к сожалению, не самая дешевая. В текущей ситуации цены вверх, в гору, поэтому, ну что ж, когда речь идет про надежный автомобиль на дальние расстояния, то, конечно же, Fiat Ducato, так же как и Iveco Daily, являются одними из самых наиболее популярных и правильных вариантов автомобилей, которые нужно выбирать. Итальяночка. Экологические классы, самые высочайшие. Безопасность на высшем уровне. АБС, дисковые тормоза, система курсовой устойчивости, система распределения тормозных усилий, системы противозаноса. Куча всего. Вы все прекрасно знаете. Нормальная, хорошая, качественная оптика. Компоновка передней части автомобиля тоже прекрасная, шикарная, отлично, гармонично смотрится. Но самое важное, за что выбирают Fiat Ducato, так это за то, что здесь установлен турбированный дизельный двигатель объемом 2,3 литра от проверенного временем итальянского концерна Iveco Daily. Мощность нашего двигателя составляет 130 лошадиных сил. Это тот самый мультиджет 130, о котором вы прекрасно знаете и почему выбираете именно Fiat Ducato, когда речь идет о автомобиле-миллионнике. Это он. Двигатель, который здесь установлен, Евро 5 экологического класса. В основном он агрегатируется шестиступенчатой механической коробкой переключения передач, но в конце 2020 и в начале 2021 года начала поступать информация о том, что автомобили в виде шасси и цельнометаллы в минимальном количестве, но начали поставляться на роботизированной коробке переключения передач. Поэтому, если для вас принципиально важно наличие робота а-ля автомата, акцентируйте на этом внимание, и в принципе этот вопрос, я думаю, можно будет решить.
Полная масса нашего транспортного средства 3,5 тонны, что можно увидеть на этом шильдике. Это означает Б-категорию. Автомобиль предполагается в эксплуатации в виде автопоезда и прицепа с полной массой 3 тонны, что в составе составит 6,5 тонн. А по развесовке на осям на переднюю ось приходится 2 тонны 100 кг, на заднюю ось 2 тонны 400 кг. Имейте это в виду. В стандартном исполнении у нас устанавливаются зеркала на широкой ножке с повторителем. Также, что характерно для шасси, в этом месте располагается горловина топливного бака. Она у нас запираемая. Объем нашего бака 80 литров. Это в стандартном исполнении. Но вы также можете заказать и увеличенный топливный бак объемом 125 литров. То есть нормальная европейская машина позволяет вам нормально под себя скомпоновать ту нужную важную комплектацию, но, к сожалению, подождать придется порядка 4-6 месяцев, пока эта индивидуалочка приедет под вас. Несколько стандартных позиций про Fiat Ducato. Передний привод, наша колесная база, которая здесь называется XLVB, задняя подвеска у нас двухлистовая. Колесная база, которая здесь представлена, 4035 мм. На нее помещается, если нету второго ряда сидений, фургоны в максимальной длине 4,2 метра. То есть это 8 евро по лет. У нас есть одна задумка, мужики, и если она реализуется, то это будет бомба. Мы хотим разработать на Fiat Ducato закабинный спальник, нормальный, хороший, качественный. И мы хотим постараться здесь сохранить надстройку длиной те же 4,2 метра. Но пока у нас есть две сложности. Я знаю, что вроде бы в Италии есть более длинная база, которая позволит установить как раз здесь и закабинный спальник, и 4-метровую надстройку. Но пока это все в процессе разработки. Поэтому следите за нашим каналом, подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе вот этих всех интересных разработок, и вы первым об этом узнаете. Но это видео не про это. Рама нашего шасси лестничного типа. Представительство Fiat дорабатывать и увеличивать колесную базу, конечно же, не позволяет, и правильно делает, потому что черт его знает, как дорабатывают, как разрежут, как нарастят. Вот, все, чем мы можем довольствоваться, это только наращивание заднего свеса. Вот в этом месте снимается задний бампер, отбойничек, делается металлическая вставка и увеличивается в рамках допуска. Примерно это 50-60 сантиметров, то, что позволяется в рамках полной длины транспортного средства на увеличение. Но так как у нас не стояла задача сделать слишком большой задний свес, то мы при длине нашего фургона 3.10 доработку заднего свеса не делали. Здесь все в рамках допусков, все нормально, все в нормативе. Вместимость нашей кабины 6+1. И самое время провести экскурсию. Заглянем. Открывая водительскую дверь, вы можете обнаружить здесь много чего интересного. Для водителя сделан специальный выступ пластмассовый, и он очень хорошо работает в качестве подлокотника для левой руки. В стандартном исполнении у нас электростеклоподъемники, вот здесь кнопочки управления, электрозеркала. Джойстик управления электрозеркалами тоже размещается здесь. Огромный карман, куда помещаются мелкие детали, крупные документы и бутылочка. Ручник располагается вот здесь, в этом необычном месте, под левой рукой. Сиденье водителя хорошее, большое, комфортабельное и имеет огромное количество регулировок. Вперед, назад, вверх, вниз, поясничный подпор. И самое главное, пацанячая вещь, конечно же, подлокотник. Правый, левый и правый. Ручка открывания капота располагается вот в этом необычном месте. Это фишка Fiat Ducato. Раз, два, три. И вы в дамках. Попадая в это мягкое, удобное сиденье, взгляд ваш падает на торпеду и начинает радоваться. Все прекрасно, красиво, гармонично и лаконично. Для водителя предлагается регулировка руля по вылету. Только, к сожалению, один вид регулировки. Но вы без проблем, как я сказал, сиденьем все отрегулируете.
В нашей штатной комплектации есть также центральный замок, обогрев зеркал заднего вида и штатный кондиционер. Клиенту нашему мы еще доустановим сюда магнитолу. Верхняя часть торпеды — это царство каких-то кармашков, под ручки, под какие-то карточки, телефоны, мелочи, что-то еще. Здесь то же самое можно расположить, либо какие-то вещи, либо, например, убрав вот этот карман, куда мы поставим однодиновую магнитолу, можно сюда поставить двухдиновую магнитолу. Эта часть — это у нас управление нашей климат-системой, кнопка включения кондиционера, ну и вот этот интересный ряд кнопок. Обогрев зеркал, центральный замок, аварийка, система отключения курсовой устойчивости, если вдруг вы захотите подрифтить. Ну и самая интересная штучка, которая кому-то нравится, а кому-то нет, это вот эта вставка в нижней части. Конечно, для пассажира на среднем сидении это доставит определенное неудобство, но для водителя сюда можно поставить кофе, какую-то бутылочку с водой или различные еще какие-то вещи. Так что удобно это или нет, выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Про водителя все сказали, он молодец, он красавчик, он в шоколаде и ему все блага. Пассажирам достается, ну как скамеечка это называется. Среднему пассажиру можно не сажать сюда, а использовать это место в виде столика. Здесь есть зажим для бумаг и каких-то подстаканников. Пообедал, сложился, уехал. Ремни безопасности, все как надо. По фэншую трехточечные для среднего пассажира и такие же трехточечные для крайнего пассажира. Сидушка у нас не откидывается. Это скамья. Под ней только размещается большой набор инструмента. Zip. Вот он. У Ивеко всегда такой, то есть у Фиата такой хороший, нормальный, полноценный. С первым рядом сидений разобрались. Заходим во второй. А на втором ряду все кратко, лаконично, экономно и практично. Для пассажиров предоставляется возможность доступа через эту большую дверь. Тут у нас вот такой кармашек резинчатый. Как его назвать? Я даже не знаю. Парни, помогите в комментариях. Ручка открывания и вот такой для проветривания сдвижной окон. Раз. Открыл, закрыл, проветрил. Наше основное сиденье предполагает размещение здесь 4 пассажиров. Удобно или нет, мы узнаем у нашего клиента, насколько комфортабельный этот диван. Я думаю, на слишком дальнее расстояние, конечно же, здесь будет не слишком комфортно и не очень удобно, но тем не менее это заводское исполнение, оно такое есть. Сидуха стационарная, спинка стационарная, ничего не откидывается, ничего не сдвигается, только в таком виде диванчатый, скамеечный диван. Во, новый термин я придумал. Под сидушками можно расположить какую-то часть грузов, вещей, либо что-то еще. Тестируем на себе и раз. Все и в дамках. Удобно. Слишком немножко вертикальненько на дальнике, я думаю, будет чувствоваться, но тем не менее. Так, первый, второй, третий. Подлокотников не хватает. Четвертый. Все, 4 здесь расположится. Наличие этой дополнительной двери — отличительная черта Double Cab на Fiat Ducato. Это очень удобно. Вам не надо, например, выгонять весь салон, чтобы выйти. И очень удобно, когда, например, надо куда-то свинтить, свалить по-быстрому. Окно! Окно забыл закрыть. Вдоволь нагулявшись по салону, самое время познакомиться со второй частью нашего проекта. Это изотермический фургон в максимальной комплектации. Производителем этого фургона является красногорский завод «Исток». Мы подумали, если уж собирать рефрижератор по максимуму, то и фургон должен быть соответствующий. Поэтому в качестве обшивки используется армированный пластик, обрамление фургона снаружи анодированный алюминиевый уголок, задняя рамка фургона и фурнитура наших дверей нержавеющая сталь.
Габаритные размеры нашего фургона: длина 3,10, ширина 2,20 и высота 2 метра. В пересчете это 13,6 куба по наружным габаритам. Фурнитура наших дверей имеет возможность запирания на ключ. Первое. А второе, возможность повесить здесь навесной замочек. Это очень важно, если вдруг этот замочек у вас сломается. Тип называется push. Открыли, зафиксировали и посмотрели. Уплотнитель наших дверей 4-лепестковый вставляется вот в такую специальную алюминиевую отбойму. В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Толщина нашего утеплителя 80 мм. Так как здесь необходимо было соблюсти режим глубокой заморозки минус 18 градусов, то использовалась именно такая толщина. Обшивка внутри также армированный пластик. Отбортовка по периметру фургона, а также на задних дверях составляет 250 мм. Наши чистые внутренние размеры: длина 2,9, ширина 2,07 и высота 1,81. Это в пересчете 10,9 куба полезного внутреннего объема или 5 евро палет вместимости. Погрузочная высота пола 96 сантиметров. Настил пола – противоскользящий пластик. Он изготавливается сразу вместе с панелью пола и имеет высокую степень герметичности. Ваш фургон вы можете мыть керхером. Ну и третья, супер важная составляющая – это мощнейший американский холодильный агрегат Thermo King, модель C350. Она рассчитана для того, чтобы дать на объеме 16 кубов температуру глубокой заморозки минус 18 градусов, а у нас с вами 11. Это полутократный запас по холодопроизводительности для этого объема с учетом этого холодильного агрегата. Услышал клиент мои доводы и дал мне на откуп все то, чтобы здесь все эффективно и правильно работало. Поэтому Thermo King C350 на этом объеме будет прекрасно себя чувствовать, очень быстро нагнетать температуру глубокой заморозки, а это, соответственно, экономия расхода топлива и увеличение срока службы вашего компрессора. При этом более быстрое нагнетание нужной температуры. Очень важно. Наш холодильный агрегат способен работать также и на обогрев. Он способен дать любую температуру в интервале до плюс 12 градусов. Поэтому и плюс, и минус, и все это в рамках этого одного маленького, компактного, симпатичного холодильного агрегата. А какой у него тоненький и изящный конденсерный блок, вы можете видеть сами. Ну что, друзья, самое время подвести итоги, из чего состоит наш проект. 3 важных составляющих. Базовое шасси Fiat Double Cab. Исполнение 6 плюс 1, 6 пассажиров и плюс 1 водитель. Нормальный, хороший, комфортабельный салон с кондиционером. Легендарный, выносливый, надежный двигатель от Iveco объемом 2,3 литра, мощностью 130 лошадиных сил. В паре он работает с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач, но возможно в перспективе и заказать этот автомобиль на роботе. Колесная база, которая позволила нам сюда установить изотермический фургон производства завода «Исток», представляет собой фургон, у которого 5 евро палет вместимости, внутренний объем почти 11 кубов полезной кубатуры, и плюс в довесок установлен здесь мощнейший американский холодильно-отопительный агрегат марки Thermo King, модель C350. На все это хозяйство гарантия составляет 2 года без ограничения по пробегу. И на фургон, и на холодильное оборудование тоже по 2 года гарантии. Стоимость нашего проекта составила 3,8 миллиона рублей. На него стоит обратить внимание, если вам надо перевозить и пассажиров, и груз. Очень важный момент, выбирая между версией в виде шасси с фургоном и цельнометаллической. Если по функционалу пассажира вместимости и у цельномета, и у машины в виде шасси будет комбинация 6 плюс 1, то в плане грузового отсека у версии с цельным металлом будет очень маленький полезный внутренний объем, и при этом там будут арки. Поэтому нормально полноценно грузить вы изотермический отсек
не сможете. Если вам нужно 4-5 евро палет, то ваш вариант это только шасси. Поэтому решайте, определяйтесь, звоните, мы будем рады помочь реализовать любой ваш проект. До новых встреч! С вами был Кирилл Сухин. Пока!